Из чего вот делали вот надкосные украшения? Раньше это было из, допустим, вот, по-моему, вот эти вот заготовки, да, они называются, из свинца, золота, серебра и других вот таких вот металлических материалов. Мастер-класс начался с рассказа об истории тувинских национальных украшений. Орнаменты отражают образ жизни наших предков. Это природа, цветы, растения, религиозные ритуалы. Как отметила Дарыби Чикей, многие путаются и думают, что чавага носят все женщины. На самом деле, накосные украшения незамужних женщин называются боушкун. Они отличаются бусами, небольшой серебряной частью, цветами и тувинскими узорами. Именно его должна дарить семья жениха невесте. А чавага – это накосное украшение замужних женщин. Чтобы разъяснить о разнице этих двух, на первый взгляд, похожих атрибутов женской шкатулки, проводятся такие мастер-классы, которые сейчас стали актуальными для жителей республики. Люди очень часто стали интересоваться, ходить вот действительно вот на такие мастер-классы, особенно по части традиционной культуры. Вот, допустим, вот наш мастер-класс под названием «Пошкун», да, и тому подобное. Так как я бисероплетение преподаю не первый год, я неоднократно не первый год замечаю, что с каждым годом, с каждым разом действительно растет тенденция интереса взрослых и детей. Чавага – одно из красивейших украшений тувинских женщин. Его история берет начало еще со скифских времен. Тогда вместо обычного бисера использовались драгоценные камни и металлы. Семьи зачастую в наше время сами выбирают, какое именно украшение плести на волосы невесте во время сватовства. Билзек Донгак пришла на мастер-класс по бисероплетению со своей сестрой, чтобы научиться и сплести чавага для невесты своего сына. У нас было сватовство по тувинским обычаям, и чавага у нас тоже присутствовала. Это был подарок со стороны жениха, да, родителей. Его сплела племянница моего жениха. В сегодняшних реалиях я рада, что у нас это все было в тувинских обычаях, и чавагу мне сплели вручную, особенно родной человек. Надеюсь, что мне это пригодится. У меня есть сын, возможно, я своему невестке своей это буду, может быть, своим-то каким-то невесткам, которые у нас в будущем в семье будут, я буду рада сплести. Обычаи и традиции, связанные с свадьбами и сватовством, особенно важны для тувинского народа, так как они позволяют укрепить семейные узы. Такие мастер-классы проходят на регулярной основе на базе Центра тувинской культуры для всех желающих. Арлана Байдуча, Айхан Донгак, Доржуссат, телеканал Тува-24.